По дороге в Торгиму я обещал показать вот эту крепость. Придется выполнять обещанное. Показываю. Вот такая маленький такой склеп. Косточки валяются, похоже, он обрушился. Ну да, вон они, косточки валяются. Плохо, что за ним не ухаживает. Он просто обвалился и крыша обвалилась. Жалко. Порядок должен быть. Вот она, старая крыша. Видите, эти, не знаю, как они называются, вернее, эти камни такие плоские, черные. Вот они и обвалились. Вон. Все. Все, некому прибраться, может, когда-то приберутся. Тут тоже немало, вон, вижу, перекрытия были, значит, тут немало было похоронено людей. Вот так вот. Так вот. Заберусь я сюда повыше чуть-чуть. Тут тропинка, то ли коровья, то ли чья. Вот. Вот он склеп, опять я показываю. Так вот. Ну вот, пожалуй, что получается, как всегда. Я не пойду к этой крепости. Может, завтра загляну, не знаю, где я сегодня буду ночевать. Поздновато, я уже приморился. И вот еще раз покажу Торгим. Вот он склеп. Тут я еще до сих пор стою. Вот так вот. Все-таки забрался к этой крепости. Вот она. Крутая крепость. Вернее, была крутая, стала вот такая развалина. Вон. Уже солнце село. Пойду еще зайду туда в крепость и все, домой. Уже который раз говорю домой. Вот, написано башня Тейпа Гасаровых из рода тут по-ингушски. Ну понятно. Стоит на самом утесе. Я в говно, блядь, уже вступил. Коровье. Удивительно, как я раньше не вступил. Ну все, вот это вход. О. Вот такая крепость. Внутри смотрится тоже мощно. Мощно смотрится. Вот бы ее законсервировать, чтобы люди хотели. Это просто кладезь туристов. Было бы здесь немерено просто. Завалено вот весь под ногами. Вся крепость обрушилась внутрь. И камни сохранились. Может, когда-то начнут восстанавливать ее. Да, интересно. Ингушетия интересно, конечно. Что говорить. Фу. Пошли.